Лейла Чапанова помогать людям мечтала с детства. Уже в старших классах поняла, что ей ближе всего профессия врача, а именно женского врача. Я никогда в жизни не искала себе легких моментов. У меня было стремление приносить людям счастье и добро. Может, и это побудило меня стать врачом. Профессия очень нравится. Я себя просто не представляю вне данной профессии. Хочу помогать людям, отдавать все свое тепло, душу, все свои навыки людям, больным людям, но, конечно, и здоровым. Лейла Ахметовна в акушерстве и гинекологии уже около 30 лет. За это время она приняла в этот мир тысячи малышей. Она и ее коллеги – свидетели и непосредственные участники рождения новой жизни. Но за всеми красивыми эпитетами об их предназначении непростые будни, огромные моральные и физические нагрузки. Женщина беременна, она непредсказуема. В любое время может встать вопрос жизни и смерти. Но это встать там, где я нужна. Оказать экстренную помощь, если это надо. В родильное отделение поступают люди и за экстренной помощью, ну и в плановом порядке. Больше, конечно, это надо быть готовым на чеку в любое время оказать экстренную помощь как маме, так и ребенку. Врач-акушер-гинеколог высшей категории, отличник здравоохранения республики и страны, заслуженный врач Ингушетии. Перечислять все достижения и награды женщины можно долго, но главное для нее – это признание коллег и пациенток, здоровье их и малышей. Чапанова Лидия Ахметовна, наша зав. Отделением, очень хороший, добрый человек, очень грамотный специалист, всегда придет на помощь. У нас экстренное отделение, поэтому один врач здесь не справится, если поступает экстренная тяжелая женщина, поэтому на помощь мы зовем ургентного врача, то есть Лидию Ахметовну. Таких преданных своей работе, сильных и хрупких одновременно женщин в коллективе Сунжинской ЦРБ немало. Одна из них и Лейла Махлоева. Она успела поработать акушером-гинекологом и заведующей Сунжинской поликлиники. Я любила рождение маленьких детей, их появление на свет, их крики. Эти детишки, это для меня было вот что-то. Хотя в акушерстве я работала, да, я дежурила и в роддомах дежурила, но я работала меньше, чем в гинекологии, потому что сама рожала. Я родила 6 детей, и у меня были частые декретные отпуска, поэтому я несколько боялась внедрять себя в практику акушерства. Но по собственному желанию совсем недавно решила перейти в кабинет медосвидетельствования. Общий стаж работы 45 лет. В Сунжинской районной больнице она трудится уже 26 лет. Сейчас заведующий кабинетом экспертизы и освидетельствования водителей, выдачи справок на разрешение на оружие и прочее. Таким образом, существуют специальные приказы, спущенные нам Федеральной СМИ-Здрава Российской Федерации. По этим приказам, согласно этих приказов, мы и работаем. На данный момент мы немножко приостановили эту работу, потому что нам нужно еще принять на работу. Быть врачом непросто, профессия забирает полностью, но она всю жизнь совмещает работу врача и заботу о семье. У Лейлы 6 детей. Одна из дочерей, кстати, пошла по ее стопам, тоже стала медиком. Те старшие были тоже по 6, по 7 лет. Двойня родилась, самой старшей было 6 лет, она у меня нянчила этих двойняшек. Да, было очень тяжело, но тем не менее ничего, справлялись. Девочка моя тоже стала врачом, одна из дочерей стала врачом, она кардиологом работает сейчас у нас. Вторая экономист, тоже в медицине. Чтобы стать отличным специалистом, одного образования мало. Важно еще быть хорошим человеком, умеющим найти подход к каждому пациенту. Но с этим проблем у этих врачей нет. К своей профессии у них безусловная любовь, отмечают это и коллеги. Она до сих пор умеет найти язык с любым из наших сотрудников, выслушать, понять, помочь в любых вопросах, как в организационных, так и в любых, даже в житейских вопросах, если к ней обращаются чисто как по-человечески, человек, которому умеет прийти на помощь, дать совет, помочь максимально в любых ситуациях, как в жизненных, так в рабочих. Даже в свой праздник они на посту, потому что верны клятве Гиппократа. Независимо от всего, 24 часа в сутки готовы прийти на помощь пациенткам. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.